Добрый день, уважаемые гости, уважаемые коллеги. Мы приветствуем всех тех, кто присоединился к нашей онлайн-трансляции. И сегодня все учебные заведения открывают свои двери. Сегодня 1 сентября, и благодаря Россельхозбанку мы присутствуем с вами также на открытии школы, правда, необычного формата. Это школа фермеров. И прежде чем мы начнем нашу торжественную церемонию открытия школы фермеров, я хотел бы с удовольствием представить всех участников нашего сегодняшнего мероприятия. Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут, председатель комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Российской Федерации Владимир Кашин, президент Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Владимир Плотников, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, президент агропромышленного холдинга «Экокультура» Александр Рудаков, ректор Башкирского аграрного университета Ильдар Габитов, а также сегодня с нами будут на связи студенты школы фермеров. Мы с удовольствием рады вас всех приветствовать. Большое спасибо, что вы принимаете участие в нашем торжественном мероприятии. И в самом начале я хотел бы предоставить слово для торжественного приветствия председателю управления Россельхозбанка Борису Павловичу Листову. Борис Павлович, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Сегодня 1 сентября, День знаний. Школьники и студенты по всей стране приступают к новому учебному году. Мы же запускаем образовательный проект для взрослых людей и открываем школу фермера сразу в 4 регионах: в Ставропольском крае, Новосибирской области, Республике Башкортостан и Московской области. Я с удовольствием приветствую первых слушателей этого масштабного федерального проекта. Для чего нужна наша школа? Прежде всего, это помочь людям реализовать самим себя, дать им все возможности для создания и развития собственного бизнеса на селе. Мы будем обучать как начинающих предпринимателей, так и уже состоявшихся фермеров. Первые будут изучать все основы фермерской профессии, правовые аспекты, финансовые бизнес-модели. Вторые на примере успешных компаний будут учиться вести рентабельный бизнес, но все познакомятся с новейшими агротехнологиями. Школа фермеров – это проект, инициированный Россельхозбанком совместно с Министерством сельского хозяйства, руководством регионов, сельхозвузами и крупным бизнесом. Мы объединили все наши возможности и ресурсы, чтобы создать действительно уникальный проект, нужный и полезный для страны. И нам приятно видеть, что программа уже востребована. Достаточно посмотреть на конкурс. В некоторых регионах он доходил до 5 человек на одно место. Уважаемые друзья, я уверен, что инвестиции в образование фермеров дадут хорошие всходы. Роль фермерских хозяйств постоянно растет. Если в 1992 году вклад фермеров в производство сельхозпродукции составлял всего лишь 1%, то по итогам прошлого года уже 13,6%. И по прогнозам Россельхозбанка вклад фермеров в ближайшие 5 лет может увеличиться уже до 18%. Считаю, что фермерские хозяйства способны справляться с решением экономических и социальных задач на равных с крупными агрохолдингами. Малый агробизнес уже производит больше половины зерна в стране и каждый 5-й литр молока. Фермерство стало реально прибыльным бизнесом. А с поддержкой Россельхозбанка становится еще более доходным делом. Ежегодный объем такой поддержки со стороны банка исчисляется десятками миллиардов рублей. Наш новый образовательный проект «Школа фермера» – это серьезный шаг вперед на пути развития фермерского бизнеса в нашей стране. Ведь самое ценное, что есть у России – это люди и земля. А люди, работающие на земле, вызывают у нас особое уважение. Мы в банке всегда поддерживали тех, кто относится к земле с любовью, трудится на ней, вкладывает свою душу. Часть этой невероятной созидательной энергии передается всем нам. Поэтому очень важно, чтобы таких людей становилось все больше. Школа фермера сделана именно для этого. Сейчас мы хотим показать вам небольшой ролик. Посмотрите, какие искренние, красивые, а главное счастливые эти люди. Они делают важное дело, и на них можно и нужно равняться.
Я люблю варить сыр. Самый любимый момент, конечно, это качать мед. Для молодого хозяйства это очень большой успех. Более 5500 саженцев вишни на 100-гектарный вишневый сад. Земля, я люблю ее. Она нам дала все, чтобы жить. Я хочу, чтобы она и нашим детям, и будущему поколению приносила пользу. Мы собираем то, что наше. Это наше. Большое спасибо, Борис Павлович. Действительно, масштаб проекта, он впечатлительный, впечатляет. Мы все заинтересованы в скорейшем и хорошем реализации этого проекта. Оксана Николаевна, ну, естественно, без поддержки Министерства реализация проекта «Школа фермера» была бы невозможна. Ваш личный вклад, он тоже неоценим. Расскажите, пожалуйста, про ваше сотрудничество и какие напутствия вы могли бы дать будущим студентам школы фермеров. Пожалуйста. Спасибо большое, Алексей. Я всех приветствую, участников сегодняшнего мероприятия. Спасибо большое, Борис Павлович. Ну что, я хочу сказать, 1 сентября позитивное событие, школа фермеров именно 1 сентября. У нас 4 региона, я думаю, регионы, безусловно, были выбраны не случайно. У нас 2 региона уже с достаточно развитым уровнем развития фермерства, да, очень много фермеров у нас в Башкирии, Ставрополе, 6-7 тысяч участников фермерского движения. В Московской области, Новосибирск 2-3 тысячи, да, есть куда развиваться, мы точно видим пути этого развития, поэтому очень приятно, что в этих 4 регионах открывается именно школа фермеров. Во всех регионах есть наставники, да, Борис Павлович сказал о том, что школа будет объединять в себе усилия всех участников процесса АПК, это и образование, и государство, и финансовые услуги. И, собственно, сама отраслевая направленность, да, это в таком хорошем смысле коллаборация, которая, мы надеемся очень, что которая принесет положительные результаты. Естественно, Минсельхоз всегда поддерживал такие проекты, будет продолжать поддерживать. Мне кажется, открытие школы фермера как раз очень своевременно происходит в поддержку федерального проекта по развитию фермерства и кооперации. Здесь будут развиваться не только фермеры как субъекты бизнеса, но и, соответственно, преподаваться определенные вещи, связанные с кооперацией, да, потому что вы все знаете, что кооперация у нас в стране идет не очень активно, не такими темпами, как нам бы хотелось, да, люди там друг другу не доверяют, много очень мы обсуждали проблемы кооперации, поэтому здесь тоже мы видим, надеемся очень на то, что школа фермера, собственно, позволит людям объединяться и лучше работать, больше зарабатывать и получать удовольствие от своей работы. Мне кажется, это для нас сейчас самое важное, чтобы больше становилось участников фермерского движения. Развитие мы, безусловно, видим. Количество фермеров у нас увеличивается по всей стране, меры поддержки у нас растут. Как сказал уже Борис Павлович, вклад фермеров в общий объем производства тоже растет с каждым годом. Здесь у нас, конечно, подкосило нас немножко 2020 год. Фермерское движение пострадало, наверное, у нас больше всего в связи с пандемией, но тем не менее мы надеемся очень на сохранение вклада фермерского движения в текущем году на уровне 14%. Ну и дальше, естественно, только рост. Ничего, кроме роста, мы не видим. Мы, собственно, все меры государственной поддержки на это нацелены. Но что я хочу пожелать слушателям, да, вот Борис Павлович сказал, что было 5 кандидатов на одно место, соответственно, мне кажется, слушателям, которые попали вот первыми в школу фермеров, безусловно, им повезло, но, собственно, не просто повезло, наверное, это их заслуга, да, это их желание получать новые знания. Наша отрасль должна развиваться с точки зрения кадров, потому что сейчас об этом много говорят, и мы пытаемся выстроить тоже работу наших институтов на престижность нашей с вами отрасли, да, престижность падала в последние годы, сейчас мы, безусловно, стараемся поднять этот престиж, и школа фермеров будет тоже нам в этом помогать. Поэтому всем слушателям я желаю позитивных знаний, хороших знаний, которые пригодятся в вашей работе, ну и, соответственно, которые вы дальше сможете точно так же передавать своим сотрудникам, своим коллегам, ну и дальше дальнейшим субъектам бизнеса. Всех поздравляю с этим прекрасным событием. Спасибо.
Спасибо большое. Далее хотел бы с удовольствием предоставить слово нашему почетному гостю мероприятия, председателю Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Кашину Владимиру Ивановичу. Владимир Иванович, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете перспективы данного проекта? Спасибо большое. Я присоединяюсь к теплым словам, уже высказанных моими коллегами. И, конечно, учиться, еще раз учиться, произнести эти слова в День знаний – это большое дело, потому что знаний никогда много не бывает. Сегодня, открывая школу фермеров, поздравляя студентов, слушателей, конечно, в первую очередь мы надеемся на то, что вклад фермеров будет еще более высок в наше общее дело, в решение государственной программы, связанной с обеспечением продовольственной безопасности, с эффективным использованием земель сельскохозяйственного назначения, сельхозугодий и пашни в первую очередь. Мы сегодня в фермерском движении имеем в собственности почти 30% земель. Производим 20%, на 600 миллиардов только продукции в растениеводстве, в животноводстве. Но ни для кого не секрет, что по многим направлениям у нас есть большие резервы, рабочие места. Без фермеров мы не можем сегодня войти красиво в систему второй целины, обеспечить программу, которая будет в ближайшее время утверждена по вводу тех брошенных земель и выведенных из севооборота, их почти 40 миллионов гектаров. Это эквивалент 100 миллионам тонн зерна. Мы обязаны восстановить севооборот тот, который был в 90-м году. Это наша главная задача. И здесь фермер обязан, как говорится, приложить все свои усилия для этого. У нас в животноводстве много проблем. Молочное животноводство. У нас осталось 4,6 всего миллиона дойного стада. Это беда. И 10% или около 10%, которые вкладывают фермеры сегодня в общую копилку, это, конечно, только начало этого большого пути. У нас для этого есть много сегодня проектов, программ, которые обеспечивают дополнительные инвестиции на этом направлении. Но удвоить поголовье дойного стада – это наша главная задача, в том числе и в крупных хозяйствах, сельскохозяйственных организаций, и у фермеров. У нас много проблем, связанных в производстве плодов и ягод. Нам надо дополнительно произвести минимум 10-11 миллионов тонн. В этом ключе задача тоже стоит огромная. Вот мы сегодня с Борисом Павловичем, с Оксаной Николаевной смотрели вклад фермеров в различные там направления ВПК, начиная от меда, заканчивая мясом птицы, там говядины и так далее, и так далее. Если по пшенице у нас результаты впечатляющие, да, а даже берем мед, там немного совсем, там мясо, говядина тоже не так много и так далее. То есть открывается широкий простор. Уровень знаний сегодня работающих на селе, он бесспорно несколько снижен. И поэтому нам важно сегодня подтянуть все на уровень современных цифровых технологий. Знать те технологии, которые являются сегодня лучшими и в Европе. Нам сегодня Россельхозбанк, а я убежден, что рядом стоит и Росагролизинг. И, естественно, мы сегодня еще раз говорили, все наши институты, академии, все будут в этом плане задействованы на то, чтобы этот проект был осуществлен на высоком уровне. И Оксана Николаевна уже об этом сказала, что мы и программу устойчивого развития сельских территорий связываем опять всю социальную тему сегодня с хозяином на земле, тем человеком, кто трудится на земле. Я убежден, что у нас появятся и новые деревни, и новые фермы, появятся новые школы, и новые оздоровительные комплексы. И все, что сегодня ждет наш житель на селе. Деревня должна возродиться, а фермер в этом плане очень серьезный, основательный житель, который за это, я убежден, и нам скажет спасибо, а фермеру скажет наша Родина спасибо. Я всех еще раз поздравляю, желаю всем здоровья, удачи, успехов.
Спасибо большое за вашу высокую оценку проекта. Ну, а мы хотим отправиться в путешествие по регионам, которые принимают участие в проекте. И мы направляемся в Новосибирскую область. И я с удовольствием хотел бы предоставить слово губернатору Травникову Андрею Александровичу. Андрей Александрович, мы вас приветствуем. Большое спасибо, что вы с нами сегодня на связи. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете проект? Расскажите о своем участии в проекте. И поделитесь своими впечатлениями, пожалуйста. Да. Добрый день. Добрый день, коллеги. Добрый день, Борис Павлович, Оксана Николаевна. Действительно, мы рады, что Новосибирская область вошла в число 4 пилотных регионов проекта «Школа фермеров». Потому что, как уже было сказано, у нас более 2000 крестьянско-фермерских хозяйств, 35 кооперативов, и фермеры обрабатывают более четверти посевных площадей сельхозкультур, 27%. Но и по этому показателю, особенно по другим показателям, нам, конечно, есть куда расти, потому что мы считаем, что этот сектор региональной экономики имеет хорошие перспективы и требует особого внимания. И мы стараемся это внимание уделять. К примеру, в прошлом году 1/5 часть от всего объема средств господдержки сельхозпроизводителям региона, а это свыше 600 миллионов рублей, были направлены именно малым формам хозяйствования. Но требуется не только финансовая поддержка, а вот и такая методическая поддержка. И проект «Школа фермеров», инициатором которого в год своего 20-летия выступил Россельхозбанк, важен тем, что нацелен на решение приоритетная для региона задача развития малого предпринимательства, именно интенсивного развития малого предпринимательства и кадрового потенциала сельских территорий. Я хотел бы поблагодарить отдельно Минсельхоз России за поддержку этого проекта и за включение в пилот Новосибирской области. У нас действительно тоже был достаточно высокий конкурс. Важно и то, что для обучения первой группы, в которую вошли и получатели фермерских грантов 2020 года, агростартап и начинающие фермеры-победители конкурса и руководители семейных ферм, выбрана наиболее востребована для нашего регионального агропромышленного комплекса и перспективное направление – это мясное скотоводство. Не менее важно, что вот этот проект стимулирует в том числе и развитие кооперации между крупными хозяйствами и малыми формами. И это, конечно, очень необходимо, мы в этом заинтересованы. Кроме того, я ожидаю еще один эффект. Это определенный пример и, может быть, даже стимул к накоплению знаний, к их применению на практике. Уже сегодня было сказано, что знаний много не бывает, учиться никогда не поздно, но тем не менее мы также хорошо знаем специфику менталитета руководителей агропромышленных предприятий, особенно опытных, успешных руководителей. У них удивительным образом сочетается готовность к эксперименту и новаторству с консерватизмом. То есть, если уж эксперимент, то пока сам не попробую, применять не буду. И я думаю, что нам, конечно же, важно быстрее узнавать, получать знания и быстрее их применять на практике. И я думаю, что вот это определенный стимул будет и для крупных хозяйств, для того, чтобы решать эту известную нашу проблему. Отдельно я хотел бы поблагодарить нашего давнего и верного партнера Россельхозбанк за то, что Россельхоз во всем поддерживает регион, наш агропромышленный комплекс. В этом проекте в пилотном «Школа фермеров». Даже вот та студия, где мы находимся в аграрном университете, она к началу учебного года отремонтирована, реконструирована, оборудована современным оборудованием при поддержке Россельхозбанка и Россельхозбанк, Новосибирское отделение
является давним и хорошим партнером нашего аграрного университета. Также хотелось бы похвастаться, что мы успешно вместе с банком вошли еще в один пилот, который стартовал в этом году. Это сельская ипотека, более 2 миллиардов рублей выдано уже кредитов, и мы это завтра будем более подробно обсуждать на выездном совещании. Поэтому вот при таких, как говорится, друзьях мы готовы браться за любое новое дело. И хочу пожелать участникам пилотного потока школы фермеров таких же друзей, верных друзей и таких же успехов. Хочу поздравить всех с началом учебного года, а фермеров с началом первого учебного года школы фермеров. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Александрович. Ну а мы движемся дальше и переносим свое внимание в Ставропольский край. С нами на связи губернатор Ставрополья Владимир Владимирович. Большое спасибо, что вы на связи. Рада вас видеть. Мы вас приветствуем. Мы знаем не понаслышке, что вы многое делаете для аграриев Ставрополя. Расскажите про вашу заинтересованность в реализации проекта. Спасибо огромное. Уважаемый Борис Павлович, уважаемая Оксана Николаевна, уважаемый Владимир Николаевич, уважаемый коллега Андрей Александрович. Вы знаете, что Ставропольский край очень много внимания уделяет земле. Борис Павлович, огромное вам спасибо. Вот у нас на Ставрополе говорят, там, где хозяин ходит, там и земля родит. Вот вы сегодня даете 22 первым участникам проекта «Школа фермеров» возможность ходить по своей земле. Вне сомнения, это 22 хозяина, которые имеют внутреннее убеждение, имеют огромное желание. Но сегодня вы благодаря Россельхозбанку вооружаете их инструментарию, где-то оттачиваете их инструментарию, потому что я вижу, тут люди не все совсем новые, далекие от сельского хозяйства, а многие даже очень близки. И самое главное, инструментарий работы на земле, работа на ферме, работа в теплице, в саду, на виноградниках на наших любимых, всегда можно переложить в знание системы финансирования и приблизить своих же детей, а я считаю, что выпускники школы фермеров – это дети Россельхозбанка, к финансовому механизму Россельхозбанка. Мы на коротке перекинулись, вне сомнения, наши программы Ставропольского края, вне сомнения, будут откорректированы, исходя из участников и исходя из тех людей, которые пройдут реальное обучение в Россельхозбанке. За это вам огромное спасибо. Оксана Николаевна, вам огромное спасибо за поддержку, за всю поддержку. Я тут не буду много говорить, но вот просто один момент. Сидимов Иван Вячеславович – это лучший вуз сельскохозяйственной страны. Это есть площадка для обучения школы фермеров. Это нам все создало Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Вся поддержка, которая сегодня есть, она направлена только на одно. Огромное спасибо за поддержку по засухе. Мы практически в 4 раза увеличили выплаты по страховым. Мы практически здесь стараемся каждого обнять. И вам огромное спасибо за эту возможность. И мы сегодня благодаря министерству уверенно смотрим и в будущий год. Огромное спасибо за пролонгацию кредитов, за подготовку к посевной кампании. Тут столько можно говорить. Но вот то, что вы сегодня делаете в части будущего, в части создания настоящих хозяев земли нашей русской, это Минсельхоз. Огромное спасибо, потому что вы поддерживаете вот этими стенами, которые... И в этих стенах же сейчас будут 2 месяца люди у лучших преподавателей России учиться. И за это, на самом деле, Александр Николаевич, и большое мое спасибо Дмитрию Николаевичу лично хочу передать. Владимир Николаевич, я хотел бы проговорить, вот комитет всегда нас поддерживал, всегда поддерживал. Мы много, Владимир Николаевич, вместе решили вопросов. Огромное спасибо. Вот здесь присутствует ваш заместитель Алексей Федорович Лаврененко. Но нам нужна помощь сельскому хозяйству. Я уверен, что и Министерству сельского хозяйства Российской Федерации. Президентом в 2018 году на Госсовете было принято решение о выделении на программу устойчивого развития села 80 миллиардов рублей в год. Мы подготовили. Ставропольский край имеет сегодня в своем активе сразу же 25 миллиардов проектов по устойчивому развитию села. Сейчас вопрос стоит бюджетирования 2021 года.
Пожалуйста, помогите аграриям, помогите Министерству сельского хозяйства преодолеть вот эту планку сложную и увеличить эту программу. Ну, хотя бы, не знаю, там, ну, в моем понимании нужно 80 все равно как бы миллиардов в год. Но мы бы, наверное, сегодня хотя бы стартанули, может быть, с 40. Все субъекты готовы. Я с мужиками, со многими разговариваю, все готовы. И мы готовы. В этом году, да, огромное спасибо Минсельхозу, нам дали чуть больше 1,5 миллиарда рублей. Мы прям выстрелили. Вот сейчас был в Подлужном, смотрел на Дом культуры. Люди благодарны, люди благодарны. Что-то происходит в селе. Владимир Иванович, пожалуйста, помогите нам с этой программой. А людям, которые сидят у нас в зале, выпускники школы фермеров, которые сидят в других залах, я уверен, конкурсы большие, задачи огромные. Но самое главное, чтобы был достаток в семье и удовлетворение от работы. Я вам всем этого желаю. Спасибо большое. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Также сегодня у нас на связи министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Ильдусович Фазрахманов. Ильшат Ильдусович, мы вас приветствуем. Большое спасибо, что вы с нами сегодня на связи. Результаты развития малого бизнеса в Башкирии действительно впечатляют. Мы все это знаем. Что же будет, когда заработает проект «Школа фермеров»? Пожалуйста, вам слово. Взяла тренд на развитие не только агробизнеса, в целом среднего бизнеса, но и, конечно же, это развитие малых форм хозяйствования, это сельское предпринимательство, это наши фермеры. Мы не говорим только о сырьевиках, мы говорим уже о тех, кто перерабатывает, тот, кто готовит уже продукты питания. Если по цифрам, то только по воловке фермеры уже производят у нас 15% всей продукции. По зерну более 30% фермеры производят, там, подсолнечник 25%, сахарная свекла 20%. Ну и самое интересное, за последние годы количество фермеров и производимой ими продукции растет, ну имеет, даже, я бы сказал, даже тенденцию устойчивого роста. Ежегодно мы направляем, благодаря поддержке Минсельхоза России, более миллиарда рублей наших фермеров. Это и начинающие фермеры, это агростартапы. Мы создали более 300 кооперативов. Да. Вот молодых людей, бывших студентов. Как раз здесь очень красиво получается история. Это наша школа фермера с Россельхозбанком. Ажиотаж, более 100 человек заявились. Значит, 30 человек только прошли. Я тоже, правда, заявился, что-то меня не взяли, сказали, на следующий год, наверное, заявишься. Посмотрев вот и вместе проработав учебную программу, мы взяли 2 направления. Это ремесленные сыры, мясное скотоводство, мясные продукты – это производство крафтовых видов продукции. Очень востребовано. Мы сегодня видели во время, или пока еще пандемии, что потребность городского населения в крафтовых продуктах – это новое направление. Люди хотят чистые, хорошие, натуральные продукты, и они очень хотят башкирские продукты. Это вот очень было заметно. А мы не можем пока обеспечить такое количество населения. Поэтому сегодня в зале сидят наши будущие фермеры, значит, большая часть из них молодежи. Я уверен, что этот продукт, это направление школы фермера будет иметь дальнейшее развитие. Мы будем вести каждого участника, как раз будем наполнять его финансово. Я очень надеюсь, что они станут клиентами Россельхозбанка, потому что мы создаем новых субъектов экономики, которые креативны, эффективны и которые будут в рынке. Это очень важно. Значит, ну, Оксана Николаевна, ваша поддержка, если мы говорим про КРСТ, мы первые в России по количеству. Сельская ипотека, у нас заявок на 4 миллиарда, 2,2 вы нам одобрили. Конечно же, мы жадные на деньги, да, мы очень просим нам еще поддержать, сделаем все для этого возможно. И сегодня созданы комфортные условия для бизнеса. Льготка, короткий, инвест, это все очень комфортно, но у кого есть компетенции.
а наши фермеры, начинающие фермеры, как раз здесь, в школе фермер, получат эти компетенции, будут дальше развиваться. Надо забывать слово колхозник, да, мы работаем конкретно с сельским предпринимателем, с эффективным, который в рынке. Если не будем в рынке, то смысла заниматься сельским хозяйством нету. Но Россельхозбанк – это наш главный партнер не только крупного бизнеса, но и, конечно же, малышей. Малыши, их у нас очень много, 6500 фермеров, и они все очень сегодня агрессивные, креативные и готовы быть в рынке. Коллеги, большое спасибо. Я очень надеюсь, что эта школа фермера будет школа фермеров 2.0, новые версии. Мы будем придумывать учебный план лучше, чем меня учили на MBA. Так что на следующий год я тоже запишусь. Спасибо. Спасибо большое. Мы движемся дальше, уже переносим свое внимание в Московскую область, город Коломна, с нами на связи. Я передаю слово министру сельского хозяйства и продовольствия области Андрею Викторовичу Разину. Андрей Викторович, большое спасибо, что вы сегодня с нами. Мы знаем, что в Московской области большой спрос на фермерскую продукцию. Расскажите, как будет у вас реализовываться проект «Школа фермеров» и насколько вы в нем заинтересованы, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги, партнеры. Я, Ильшат, хороший наш друг, товарищ, задал тон, хочется его поддержать, что несмотря на то, что вроде бы как бы все хотят башкирские продукты, но в Московской области количество участников, потенциальных участников школы фермеров было несколько меньше, но более 70 желающих у нас было. И как будет развиваться, буквально пару слов. У нас буквально на днях закончился большой фестиваль, всероссийский фестиваль «Сыр Пир-Мир». Более 400 фермеров представляли там свою продукцию. Только из Московской области больше 100 фермеров. Это крупнейшая, наверное, такая ярмарка сельскохозяйственная, которая прогремела на полях Подмосковья. Более 100 тысяч участников за 4 дня. И что хочется сказать, что большое количество людей, которые не были связаны с сельским хозяйством, это бывшие программисты, технологи, инженеры, финансисты, сегодня идут в аграрный бизнес, потому что это не только модно стало, в Московской области, по крайней мере, уж точно, это стало и выгодно, и все они говорят, что, конечно же, наличие определенных компетенций на старте, в базе своей, это определяющая перспектива успеха. Если ты знаешь многие нюансы, то это тебе позволяет экономить 2-3 года для того, чтобы не испытывать собственных ошибок, а уже двигаться дальше и получать практический результат. Хочется сказать, что мне кажется, что школа фермеров – это логическое продолжение целого ряда изменений, которые инициированы федеральным Минсельхозом. В первую очередь хочу подчеркнуть про работу центров компетенции, которые в этом году уже результат приносят. И у нас 85% людей, которые обратились в центр компетенции, получили меры государственной поддержки, потому что мы помогли им подготовить документы. Сейчас школа фермеров – это базовое образование, повышение квалификации, переподготовка, то, что дает самый первый уровень возможного развития для будущих предпринимателей на селе. Поэтому для Московской области, безусловно, фермерское движение является одним из перспективных. Я хочу сказать, что увеличение объемов производства продукции и молочной, и животноводческой продукции более 30%. Это опережающие темпы роста по сравнению с промышленным производством. И, конечно, более 2000 фермеров Подмосковья совершенно точно ждут не только базовых знаний от этой школы, но и, конечно, такой крепкой финансовой поддержки от наших постоянных партнеров. За это хочется сказать отдельное спасибо компании Россельхозбанк, и уверен, что наша школа фермеров в Московской области совершенно точно будет одной из лучших в стране и по количеству потенциальных участников, ну и самое главное, по практическому результату. Уверен, что каждый выпускник из первого и последующих потоков найдет себя в аграрном бизнесе, и мы, что называется, не потеряем ни одного будущего предпринимателя на селе. Всем, безусловно, огромное спасибо и Россельхозбанку, и Министерству сельского хозяйства. Оксана Николаевна, нам, конечно, по КРСТ дали совершенно не так, как Ильшату. Я считаю, что с учетом того, что фермеров у нас не меньше участвуют в потенциальном конкурсе, всего процентов на, может быть, 15, я готов согласиться на минус 15% от цифр от Ильшата. Я их записал, поэтому с удовольствием будем ждать, Владимир Иванович, в том числе и увеличения финансирования со стороны федерального правительства. И, Оксана Николаевна, очень рассчитываю на помощь со стороны Россельхозбанка и Министерства сельского хозяйства в части реализации всех наших совместных проектов. Большое спасибо всем и только вперед.
Спасибо большое за добрые слова. Мы движемся дальше. И к нам сегодня присоединился Владимир Николаевич Плотников, президент Ассоциации крестьянских хозяйств. Владимир Николаевич, мы вас приветствуем. По школьным меркам вас уже можно назвать профессором в этой сфере. Скажите, пожалуйста, что можете пожелать первым студентам школы фермеров? Какие-то напутствия? Пожалуйста, передаю вам слово. Спасибо большое за возможность участвовать. Поэтому, уважаемый Борис Павлович, уважаемая Оксана Николаевна, уважаемый Владимир Иванович, конечно, мы сегодня присутствуем на очень важном событии. Стратегический проект Россельхозбанка по открытию школ фермера заслужит всякой поддержки и одобрения. И АКОР, наши фермеры России в целом эту инициативу поддерживают. Она востребована, она эффективна, и, конечно, мы будем все делать для того, чтобы школа фермера открывалась и в других регионах. Я думаю, что это будет оправдано. И мне очень хочется поблагодарить руководителя банка, лично Бориса Павловича Листова, за такую инициативу. За поддержку хочется особые слова благодарности сказать нашему министру Патрушеву Дмитрию Николаевичу. Это очень важно, что Министерство сельского хозяйства, как главный штаб отрасли, вот такие проекты продвигает. И наш главный партнер, проверенный, надежный, каким является Россельхозбанк, эту инициативу реализует. Мы считаем, что очень правильные слова сказали наши уважаемые присутствующие в столице. Очень поддерживаем сказанное нашими руководителями регионов и Владимира Владимировича, и Андрея, как не перепутать, Андрея Александровича и наших региональных министров за поддержку фермерства. Действительно, наши фермеры, наши предприятия демонстрируют устойчивый рост. Это очень важный показатель, чтобы выделять государственные ресурсы для того, чтобы они эффективно возвращались. Только за последние 10 лет посевные площади крестьянско-фермерских хозяйств ежегодно увеличиваются почти на 1 миллион гектар. На 1 миллион гектар каждый год. Это серьезная основа для того, чтобы мы все чувствовали эту перспективу, нарастающую роль и влияние фермерских хозяйств. И сегодня уже говорили цифры, я просто скажу, зерно уже 29,5, это только фермеры говорим, и подсолнечник 35. Но есть еще маленькие хозяйства, как микропредприятия зарегистрированные, или ООшки, те же фермеры, и уже значительно больший объем есть. А есть еще большие резервы, связанные с личными подсобными хозяйствами. И вот те направления, которые сегодня министерство реализует, поддержку через программы и грантовой поддержки начинающих фермеров, через агростартап, поддержку семейных животноводских ферм, дают реальную отдачу. Мы очень надеемся, что этот проект, который сегодня Россельхозбанк реализует, даст очень хорошие результаты. Сегодня у нас есть такое основание, потому что тот проект, который Ассоциация фермерских хозяйств ведет Россельхозбанком, и члены ассоциации получают льготный кредит от Россельхозбанка на льготных условиях. Это очень важное направление, потому что есть возможности, но не все могут пользоваться. И серьезным тормозом здесь является нехватка знаний, квалификации. И школа фермера как раз позволит нашим небольшим хозяйствам воспользоваться возможностями, которые предоставляет государство в виде господдержки, которая сегодня идет. Те крестьяне, которые раньше начинали свой путь, они много и шишек, и синяков приобретали. А сегодня, когда есть возможность учиться, обмениваться опытами, и школа фермера такую возможность дает, может более эффективно и проще проходить этот путь и воспользоваться государственной поддержкой. Поэтому, я думаю, крестьяне, участники этого движения, они приобретут эти навыки, будут довольны. Я представляю, сколько желающих из других регионов будут просить и настаивать на том, что открывать школы фермеров у себя. Я думаю, это тоже обоснованно и правильно. Поэтому хочется сказать спасибо еще раз Борису Павловичу, Оксане Николаевне, нашему министру. И тут депутаты многие присутствуют, тут во главе с председателем комитета Владимиром Ивановичем. Я думаю, тоже всячески будем все делать для того, чтобы этот проект был успешным и оказывать поддержку нашей отрасли и в увеличении финансирования на государственную программу комплексного развития территории. Она очень востребована, и здесь стоит нам всем объединить усилия, постараться, чтобы увеличение было по финансированию, как планировали. Ну и в целом хочу поздравить всех с открытием школ фермера, пожелать всем успехов и надеюсь, что так и будет. Спасибо и в добрый путь.
Спасибо, спасибо большое за высокую оценку проекта и спасибо большое за поздравления. В Ставрополе проект поддерживает агропромышленный холдинг «Экокультура», и с нами на связи его президент Рудаков Александр Сергеевич. Александр Сергеевич, мы рады вас приветствовать. Большое спасибо, что вы на связи. Вы в проекте участвуете делом и планируете делиться своим бизнес-секретами с учениками школы фермеров. Что для вас успех проекта? Пожалуйста, поделитесь. Добрый день, Борис Павлович. Добрый день, Оксана Николаевна. Добрый день, уважаемые коллеги, участники совещания. Для нас это огромная честь участвовать в этом проекте. Для нас, несмотря на то, что мы лидеры овощеводства закрытого грунта, для нас это настоящий вызов. Нет никаких сомнений, что устойчивое развитие агропромышленного комплекса страны неразрывно связано с эффективным функционированием малых форм хозяйствования. И поэтому задача поддержки фермерского сектора, личных подсобных хозяйств является приоритетной не только для правительства Российской Федерации, банков, региональных властей, но и является приоритетной задачей и для крупных игроков агропромышленного рынка. Как нам кажется, сейчас важно не увеличивать объем производства продукции, который производит фермер, он достаточно уже большой. Как нам кажется, нужно работать сейчас над повышением качества продукта и над повышением эффективности бизнес-процессов. Когда в этом году наш уважаемый финансовый партнер, акционерное общество Россельхозбанк, предложило принять участие в этом важном, амбициозном проекте, мы с огромной радостью откликнулись на эту возможность помочь фермерам Ставропольского края через обучение, через обмен опыта. Мы подготовили обучающие команды, подготовили учебные классы, подготовили материалы и готовы и в стенах этого аграрного университета, и в стенах наших учебных классов на наших проектах в Ставропольском крае с сегодняшнего дня начать обучение всех желающих, всех участников этой замечательной программы. Но мы хотим учить не только агрономии, технологии, мы хотим учить людей, как идею превратить в результат. Мы готовы от земли с нуля, вплоть со строительства фермерской теплицы, подбора устойчивого продуктивного гибрида, агрономического сопровождения в процессе выращивания. Мы готовы затем забирать этот продукт по высокой цене, чтобы люди получили гарантированный доход, понятный доход, чтобы это было интересно людям. Мы можем это обеспечить. Мы уберем эту бесчисленную цепочку посредников, которая сейчас есть на рынке. Мы направим этот фермерский продукт напрямую в ритейл, в цивилизованный ритейл. У нас есть эта возможность, у нас не хватает продукта. Мы строим огромные проекты. Спасибо огромное большое, Борис Павлович, за поддержку. У нас уже сейчас 300 гектар. У нас пустые распределительные центры. Мы строим сейчас еще 400 гектар. Огромное количество импортного томата заезжает в Россию, и нам еще много-много работы впереди. И мы надеемся, что с помощью наших учеников, которые станут, я уверен, станут нашими партнерами и друзьями, мы создадим настоящий бизнес, мы создадим отличный проект, мы вырастим замечательный, экологически чистый фермерский продукт, предоставим его нашим потребителям, он будет пользоваться огромным успехом, будет замечательная тяга, фермеры будут зарабатывать и будут все довольны от этой замечательной идеи. Поэтому наши двери открыты для всех желающих. Мы очень рады этой возможности. Будем рады учиться и работать вместе. Спасибо большое за эту возможность. Спасибо большое за такие добрые слова поддержки. От лица образовательного сообщества с нами сегодня на связи ректор Башкирского аграрного университета Ильдар Исмагилович Габитов. Ильдар Исмагилович, мы вас приветствуем. Большое спасибо, что вы принимаете участие в нашем сегодняшнем мероприятии. Вообще принимать школу такого рода не совсем привычно для вуза. Что, на ваш взгляд, принесет проект школы фермеров, студентов и в целом аграрной промышленности? Спасибо. Добрый день, уважаемая Оксана Николаевна, Владимир Иванович, Борис Павлович, уважаемые участники торжественного мероприятия. От всей души
прежде всего поздравляю вас всех с Днем Знаний. И глубоко символично, что школа фермеров начинает работу 1 сентября. И об этом говорит то, что высокий конкурс на эти курсы, которые в школе фермеров организуются на базе образовательных учреждений, говорит о том, что образование и умение применять полученные знания становятся важнейшим фактором успешной самореализации и дальнейшей эффективной работы. Сегодня в Башкирском государственном аграрном университете мы видим пример объединения усилий бизнеса, финансово-кредитных и образовательных учреждений в развитии фермерства в нашей стране. От имени участников проекта, вузов Ставропольского, Новосибирского, нашего аграрного университета, Коломенского аграрного колледжа, хотелось бы выразить большую благодарность, признательность нашему учредителю, Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, и Россельхозбанку за такую возможность ведения совместной работы. Теоретические знания в университете будут вестись под руководством ведущих специалистов, профессоров, привлекаться ведущие специалисты практики, профессиональные своего дела в научных, современных научно-производственных лабораториях и в учебных аудиториях. Хотелось бы отметить, что в том числе и вот в этой аудитории, которую полностью нам подготовил и оборудовал наш стратегический партнер Россельхозбанк, наше региональное отделение. Это здорово. В этот знаменательный день, несмотря на непростую санитарную обстановку, хотелось бы пожелать всем участникам проекта, всем, кто здесь, здоровья, прекрасного настроения. Пусть новые теоретические знания, практические навыки, которые вы получите в стенах школы фермерства, дадут вам реальный рычаг для улучшения вашей производственной деятельности, чтобы вы осуществили все ваши самые смелые замыслы и планы в развитии фермерства. Добрый путь! Спасибо всем! Спасибо большое за напутственные слова. Ну, а мы 1 сентября не могли обойти стороной учеников школы фермеров, и с удовольствием хотим им предоставить слово. С нами на связи Наталья Монакова. Она уже не первый год развивает свой малый бизнес в сфере сельского хозяйства. Наталья, мы вас приветствуем. Большое спасибо, что вы сегодня с нами. Скажите, пожалуйста, зачем вы пришли в школу фермеров, за какими знаниями? Добрый день, я рада приветствовать всех организаторов и студентов школы. Очень счастлива сегодня присутствовать на этом замечательном мероприятии. Я немного расскажу о себе. Наша семья сравнительно недавно в сельском хозяйстве. Мы переехали за город с рождением нашего младшего ребенка. И, естественно, мы хотели вырастить здоровое поколение и растить его на здоровых продуктах питания. Так появилась наша ЛПХ. Сначала мы занимались птицеводством, а потом козоводством. И вот как раз с появлением коз вообще наша жизнь, моя жизнь перевернулась, полностью поменялась. Дело в том, что наша семья, как бы в нашей семье на первом месте на столе всегда был сыр. Но в последнее время качество сыра на наших прилавках меня не устраивает, не удовлетворяет. Я попробовала приготовить свой сыр, домашний, из молока наших коз. И вы знаете, вот на удивление получился такой замечательный вкус, который я еще раньше не пробовала. Очень вкусно, а самое главное натуральное, из качественных продуктов, без добавок, искусственных консервантов, красителей. Я стала изучать вопросы салоделия, стала изучать новые рецепты, стала изучать тонкости в хранении, в созревании сыра. На самом деле тонкостей очень много. Постепенно ассортимент моих сыров расширялся.
с родили затянуло. Это стало частью моей жизни, моим любимым делом. И мне очень хочется делиться этим прекрасным, вкусным, качественным, натуральным продуктом с вами. Я стала задумываться о своей сыроварне. Но дело в том, что у меня нет опыта в фермерском бизнесе, я новичок. Поэтому возникло очень много вопросов, на которые я не знала, где найти ответ. И тут я узнаю о школе фермеров. Честно говоря, я даже не раздумывая сразу подала заявку, прошла конкурс, и вот я здесь. Я очень благодарна судьбе за этот шанс, потому что школа фермеров – это то, что нам сейчас всем нужно. Самое главное мне. Мы получим новые знания, мы получим опыт от уже состоявшихся в бизнесе фермеров. Этот опыт бесценен, они будут делиться с нами тонкостями. Я получу практику, я смогу прожить несколько дней на производстве, понять структуру производства. Это тоже очень важно. В общем, здесь я найду ответы на все свои вопросы. И я благодарна всем организаторам за то, что предоставили такую возможность мне, нам, всем студентам, ведь это приближает нас к нашей мечте, нас всех. Наталья, Спасибо мы большое. желаем вам успеха, и мы уверены, что благодаря школе фермеров у вас все получится, и вы осуществите свою мечту. С нами еще одна ученица школы фермеров на связи, Анастасия Кулькова из Коломны. Анастасия, мы знаем, что у вас бизнес совсем в другой сфере. Почему вы решили пойти в школу фермеров? Чем вы хотите заниматься? Расскажите нам. Здравствуйте. У меня достаточно необычная история. У меня такие исходные данные, как 10-летний бизнес за плечами, достаточно успешный. Помимо этого, у меня есть земельный участок, который я на данный момент не знала, как использовать, но думаю, благодаря школе пойму, какую ферму, какого размера строить, каких животных использовать. Ну, то есть меня интересует молочное производство, потому что я достаточно давно занимаюсь кулинарным мастерством, езжу по всему миру, живу на каких-то фермерских хозяйствах, перенимаю опыт, рецепты и как-то это пытаюсь в России продвигать, но, к сожалению, я столкнулась с тем, что у нас очень сложно найти продукты хорошего качества, и я просто поняла в какой-то момент, что если я не сделаю это сама, то я не найду такого рода или такого качества продуктов. Поэтому вот точно так же, как и прошлый спикер, я случайно узнала о том, что открывается школа, подала заявку, очень рада, что попала, и планирую выстроить со своим 10-летним опытом в бизнесе какой-то очень интересный продукт, который помимо того, что закроет мои потребности и желания в бизнесе, также я считаю сельское хозяйство очень перспективным, и мне кажется, государство очень хорошо поддерживает эту сферу. В связи с этим... Анастасия, большое спасибо за такую высокую оценку и поддержки. Мы желаем вам также удачи, уверены, что у вас все получится. Мы сегодня с вами действительно стали свидетелями обширной географии проекта. Столько регионов поддерживают проект и принимают участие. Мы всем желаем удачи. И для заключительного слова я хотел бы передать слово Борису Павловичу. Борис Павлович, пожалуйста. Я сегодня услышал хорошее слово в определении того, чем мы занимаемся. Слово «коллаборация», Оксана Николаевна произнесла его. Я хотел в первую очередь поблагодарить всех участников нашей коллаборации, руководство Министерства сельского хозяйства, губернаторов, ректоров и агрокомпаний за поддержку проекта «Школа фермеров». И обратиться к нашим ученикам.
Дорогие студенты школы фермеров, мы хотим сделать так, чтобы вы смогли организовать свое дело или придали новый импульс своему бизнесу, который уже ведете. А Россельхозбанк будет всегда с вами на всех этапах этого большого, достаточно сложного пути. Я желаю вам успехов, предпринимательской энергии и удачи во всех проектах. Поздравляю всех вас с началом учебного процесса. Давайте еще раз посмотрим на всех виновников сегодняшнего торжества. С нами сегодня был Ставрополь, Уфа. Давайте еще раз поприветствуем друг друга, пожелаем друг другу удачи. Башкортостан, также Коломна, Московская область. Большое спасибо, что вы все сегодня принимали с нами участие в нашем телемосте. Мы вам передаем привет и желаем вам удачи. Добрый путь, друзья. Ну, подошло время как раз принять наши вопросы от журналистов. Я напомню, что наши журналисты имеют возможность смотреть трансляцию нашей пресс-конференции и задавать свои вопросы онлайн. Они присылают нам свои вопросы в чат. У нас уже есть ряд вопросов. Я с удовольствием хочу озвучить эти вопросы. Вопрос Нью Старкер, Ставропольский край. Борис Павлович, в каком направлении вы планируете больше развивать этот проект? Получат ли фермеры еще какую-то поддержку от Россельхозбанка? Борис Павлович, вам адресован вопрос. Здесь, наверное, два вопроса сосредоточено. Будем ли мы поддерживать дальше фермеров и будем ли мы продолжать дальше образовательную программу? Если говорить про проект, мы уже говорили, что он пилотный, а пилотный это означает начало. То есть мы хотим опробовать все инструменты взаимодействия всех участников процесса. И в идеале хотелось бы, чтобы во всех 54 агровузах была школа фермера. И на это будут нацелены все усилия не только банка, но, я надеюсь, и руководства регионов, бизнеса регионального, всех участников так называемой нашей коллаборации. Что говорить про фермеров, мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать движение фермерское. И на сегодняшний день у нас запущен проект экосистемы. Это система, которая позволяет небольшим производителям получать в цифровом формате все необходимые сервисы. В данном случае это касается агрономии, и техники, семян и прочих услуг, в том числе и подбор персонала, сбыта продукции. Сбыту продукции мы вообще уделяем особое внимание, и одним из таких направлений является создание так называемой вики-лавки, где каждый фермер может разместить информацию о себе, о производимой продукции на своей странице, и все пользователи интернета, соответственно, могут зайти, сделать выборку и посмотреть на территории каждого региона, какие фермеры есть, чем они занимаются, и непосредственно связаться с фермером и приобрести данную продукцию. Также мы занимаемся продвижением фермерской продукции на лавке в торговых сетях. Это один из таких серьезнейших проектов, потому что одно из главных, скажем, проблем, направлений, которые мы должны решать с фермерами, это продвижение их продукции. Одновременно начинаем проект по агротуризму, который, в свою очередь, могут популяризировать фермерство и мог помочь, опять же, также реализовывать фермерскую продукцию. Наверное, такие основные направления, если мы говорим про фермерство и про образование, и про наши планы и проекты, которые реализуются сейчас в Россельхозбанке. Спасибо. Я продолжаю озвучивать вопросы. Вопросы от «Комсомольской правды». Оксана Николаевна Лута. Школа фермера разработана как проект для повышения компетенции людей, которые хотят связать свою жизнь с сельским хозяйством. Известно, что вопрос финансовой грамотности малых форм хозяйства является одним из самых актуальных. Какую разъяснительную работу Минсельхоз ведет с субъектами малого и среднего предпринимательства? Оксана Николаевна. Да, спасибо большое, Алексей. Ну, собственно, работа в рамках разъяснительной работы, да, в рамках повышения квалификации фермеров ведется уже давно, но мне кажется, основное значение она приобрела именно с введением нового федерального проекта по развитию фермерства и кооперации.
в рамках этого проекта у нас были созданы во всех регионах центры компетенции. Вот Андрей Разин об этом сегодня тоже говорил, о том, что они заработали с прошлого года и в этом году уже вошли в полную силу с точки зрения предоставления информации фермерам как по господдержке, так и по другим сегментам их бизнеса. Конечно, здесь мы обсуждали как раз с Россельхозбанком возможность кооперации в рамках центров компетенций и ресурсов банка, в том числе школы фермеров, для того, чтобы подвязывать меры государственной поддержки, потому что, к сожалению, конечно, большинство, большое количество фермеров, не большинство, да, как раз большинство, мне кажется, уже знает о мерах поддержки, но все равно остается большое количество фермеров, либо потенциальных участников бизнеса, которые не знают, как получить господдержку. Она есть, она доступна, но необходимо совершить некие действия для того, чтобы ее получить. И это, конечно, вопрос непростой, необходима консультация в этом плане. Центры компетенции наши во всех регионах оказывают эти консультации, но без каких-то финансовых знаний с точки зрения подачи документов тоже это будет достаточно просто с точки зрения выиграть грант, да, то есть грант у нас выдается на конкурсной основе, поэтому, конечно, чем выше уровень знаний фермера, тем больше шансов получить поддержку в виде субсидий или грантов. Поэтому здесь мы видим, это вот начало, да, это, мне кажется, что школа фермеров будет хорошим примером кооперации государства, государственных мер поддержки и всех прочих знаний, которые необходимы фермеру, как Борис Павлович сказал, и финансовых, и отраслевых, и образовательных, для того, чтобы получить правильный результат, да, для того, чтобы фермер был современным, образованным, чтобы люди, которые работают в фермерском хозяйстве, получали от этого удовольствие и чувствовали себя современными. Да. Вот у нас кто-то, да, из коллег сказал слово «колхоз», да, в этом тоже нет ничего, там, колхозники, не помню, да, кто из ребят сказал. Ничего в этом тоже плохого нет, но тем не менее все равно молодежь относится к слову «колхозники», ну, как-то так, да, не очень позитивно. А нам хочется, да, мы видим возможности, в том числе за счет усиления фермерского движения, поддержки разъяснительной работы, образовательной работы, сделать жизнь на сельских территориях современной и популярной, что самое важное. Да? Владимир Иванович уже об этом говорил, о том, что мы должны создавать современные деревни, деревни, населенные пункты для того, чтобы люди хотели там жить, чтобы им было приятно там жить. Поэтому здесь мы видим свою роль с точки зрения кооперации центров компетенции со школой фермеров и с другими возможными вариантами сотрудничества для того, чтобы повышать уровень наших фермеров, уровень подготовки, знаний и просто сотрудников фермерских хозяйств для того, чтобы было приятно и хорошо жить на сельских территориях. Спасибо. Спасибо. Еще один вопрос от «Комсомольской правды». Борис Павлович, вопрос к вам. Почему вложение в профильное образование интересно для банка? Мы всегда заинтересованы в том, чтобы человеческий фактор в сельском хозяйстве развивался. Человеческий фактор является определяющим в части динамики этого развития. Есть агровузы, но мы хотели свой вклад внести в этот процесс. Мы помогаем по нескольким направлениям. Одно из этих направлений – это стипендиальные программы. Мы запустили стипендиальную программу по всем 54 агровузам. Помимо этого, это практики, это возможность поработать как у нас, так и у наших клиентов, дальнейшее трудоустройство. Третье, как мы сегодня слышали, что наши коллеги находятся сейчас в аудиториях, которые были оборудованы при поддержке Россельхозбанка. Это цифровые классы, цифровые аудитории. Есть еще один проект, который не могу не назвать. У нас есть проект совместный с Минсельхозом. Это Московский государственный институт международных отношений, где есть кафедра, на которой готовят торговых атташе, которые по окончании обучения будут способствовать продвижению нашей продукции за рубежом. То есть мы крайне заинтересованы в том, чтобы подготовка новых специалистов, она приводила к некому такому качественному скачку, качественному прорыву как в производстве, так и в реализации хозяйственной продукции. Я хотел бы добавить, пожалуйста, пару слов. Нам 3 года назад удалось принять соответствующий законопроект, по которому наши все аграрные вузы получили в разы увеличение государственных средств на каждого обучающегося студента. То есть, если раньше было около 35-40 тысяч рублей, сейчас 120 и более тысяч. Это была большая работа, но государство, в том числе, я хочу подчеркнуть, и председатель Государственной Думы поддержал наши тогда инициативы
И наш комитет в этом плане через большую такую трудную работу сумел, по большому счету, решить эту задачу. И сегодня, обращаясь к нашим вузам, я еще раз хочу сказать, вот исходя из этого, вот отдача на направлениях и системной, качественной работы школы фермеров, и дальнейшее, о чем здесь говорил, в том числе и Плотников Владимир Николаевич, о повышении квалификации уже действующих фермеров. Это единый процесс вот общего внимания, повышения уровня знаний работающих в сельском бизнесе. Это наша, повторяю, общая задача. И правильно, самое эффективное вложение, инвестиции – это в человеческий капитал, что сторицей будет окупаться, это уже, как говорится, аксиома, и мы в этом плане дальше должны более уверенно действовать. Спасибо. Продолжаю озвучивать вопросы, которые журналисты присылают, смотря нашу трансляцию. Агентство Интерфакс. Борис Павлович, как коронавирус повлиял на кредитование АПК в этом году? Спрос на кредиты вырос или снизился? Вы знаете, какая-то даже положительная динамика произошла в результате всех этих событий. Я могу сказать, что у нас кредитование сезонных работ в этом году выросло на 27%. Мы продолжаем финансировать инвестиционные проекты, мы продолжаем финансировать оборотные средства. Никаких отрицательных, негативных тенденций не происходит. Скорее наоборот, мы ищем новые ниши, новые сегменты. И считаем, что данный период времени – это для нас такой вызов, и для сельскохозяйственной отрасли вызов, соответственно, из которого идут и новые возможности. Поэтому мы так с оптимизмом смотрим даже в этой ситуации о том, каким образом будет дальше развиваться наше кредитование и поддержка сельского хозяйства. Я тоже хочу добавить в этом плане. Уважаемый товарищ, нам, конечно, удалось, и спасибо в этом плане председателю правительства, все-таки нам пролонгировали и инвестиционные кредиты, и краткосрочные кредиты, отсрочка была сделана. И я должен сказать, это была серьезно проведена работа вместе с Министерством сельского хозяйства, исходя из того, что наша отрасль не попала в ту отрасль, которая подвержена была вот с точки зрения большого урона в период пандемии. И вот это все, по большому счету, дало возможность более активно действовать бизнесу с точки зрения значит, нового кредитования и так далее, о чем как раз звучит вопрос «Комсомольской правды». Спасибо большое. Мы движемся дальше. У нас есть вопрос от Башинформ, вопрос Оксане Николаевне. За последние 10 лет вклад фермеров в производство сельскохозяйственной продукции удвоился. Какие дальнейшие перспективы есть у российского фермерства и как может измениться его роль в сельском хозяйстве в ближайшие годы? Спасибо, Алексей. Ну, соответственно, мы уже обсудили, да, что у нас за последние годы идет рост вклада фермерского движения в объем производства в отрасли АПК. Мы, конечно, предпринимаем все необходимые усилия с точки зрения мер государственной поддержки. Мы посчитали, ну, каждый год считаем, да, какой объем государственной поддержки идет у нас именно на малые формы, то есть на малые и средние предприятия и на фермеров. И оказывается, что у нас на малые и средние предприятия мы тратим порядка 90 миллиардов рублей в год поддержки. То есть это достаточно большая сумма, порядка 45% у нас уходит от всех мер господдержки на МСП в нашей отрасли. В принципе, предполагаем, что, наверное, сумма эта будет сохраняться, и, безусловно, мы ожидаем роста против этих мер поддержки, роста вклада фермеров и малых предприятий в наш объем производства. Как я сказала, конечно, этот год... Здесь малые формы у нас, наверное, все-таки там в большей степени пострадали, потому что мы обсуждали как раз с коллегами из регионов, когда был пик у нас пандемии, у нас закрылись во многих регионах ярмарки и рынки, которые являлись основным каналом сбыта для малых форм хозяйствования. Сейчас в большинстве регионов работа восстановлена, то есть мы собираем информацию на еженедельной основе, работа фермерских хозяйств тоже идет сейчас в сторону роста. Но, тем не менее, конечно, возможно, какое-то падение по этому году мы ожидаем с точки зрения доли в общем объеме производства АПК. Тем не менее, с 2021 года мы считаем, что необходимо дальше продолжать расти.
все возможности для этого у нас есть. У нас самое главное есть желание людей. Мне кажется, это основное. Да? Деньги есть, теперь нужно желание. Желание у нас есть. Собственно, вот 4 региона, которые сейчас присутствуют. Вот даже Волгоградская область у нас, Василий Васильевич тоже кивает, тоже достаточно развито там фермерское движение. Поэтому здесь самое главное желание. Желание мы видим, мы готовы его поддерживать. И поэтому с каждым годом мы считаем, что будет увеличиваться вклад. Более того, наши фермеры растут. Это же не просто создание только новых участников бизнеса, это еще рост действующих участников. Это тоже очень важно. И мне кажется, как раз сегодняшнее мероприятие, вот запуск сегодняшнего мероприятия поможет не только создавать, но и расти. Это самое важное. Расти, чтобы это уже были не малые микропредприятия, а наши фермеры становились средними предприятиями, ну и дальше приходили, конечно, в разряд уже крупных устойчивых предприятий. Поэтому здесь мы видим только позитив и, соответственно, ожидаем только увеличения вклада фермеров в общий объем производства. Спасибо. Я хотел бы добавить пару слов на этом интересном направлении. Уважаемый товарищ, пользуясь тем, что здесь присутствуют и губернаторы, и наука наша сельскохозяйственная, вопрос я хочу затронуть личного подсобного хозяйства, так называемые наши ЛПХ. Вот они вносят огромный вклад в общий каравай нашей Родины. По отдельным направлениям до 70%. Это и картофель, это овощи, это плодово-ягодная продукция. И когда мы смотрим мясо, говядина или, значит, молоко и так далее, мы видим здесь огромный труд большого количества людей. И этот выдающийся труженик сельский, он сегодня по существу брошен. Ему трудно сбыть свою продукцию, он ни копейкой не поддерживается в регионах. Нам в этом плане нужна и законодательная база, и общий, совершенно другой подход и другое отношение к этому труженику. Давайте мы сегодня при открытии школы фермеров еще раз задумаемся, каким образом мы развернем свое отношение в лучшую сторону к людям, которые живут в деревне и развивают свое личное подсобное хозяйство. Это уникальный пласт, который нам надо разрабатывать, включая и дикоросы. Здесь как раз сибирские регионы присутствуют. И через создание кооперативов и многое чего другого. В этом плане нам необходимо сделать, чтобы соединить эти направления фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства и выйти как раз на ту систему, которую предлагали сегодня ставропольцы. Я хочу еще раз Ставропольскому университету пожелать удачи, успехов. Нам пришлось очень много потрудиться, чтобы брошенный 10 лет валявшийся корпус без окон, без дверей возвести на этот уровень, который сегодня имеет этот университет. Это была большая работа. Я бы здесь хотел поблагодарить Силуанова и его первого зама Иванова. Несколько совещаний пришлось проводить, чтобы были выделены деньги для завершения этого уникального университета. И желаю отдельно спасибо этому коллективу. Спасибо. Я продолжаю озвучивать вопросы, которые поступают от наших коллег-журналистов, которые смотрят нашу прямую трансляцию Бизнес ФМ. Фермерское движение развивается высокими темпами, однако одной из главных сложностей для малых форм остается вопрос сбыта, доступ в сети напрямую к покупателям. Как государство сегодня помогает решить этот вопрос? Оксана Николаевна, наверное, вам вопрос. Да, спасибо, Алексей. Но, собственно, Борис Павлович уже сказал, мне кажется, про это направление. У нас сбыт является одним из проблемных вопросов малых форм, потому что доступ в сети ограничен. Даже не то, что ограничен, да, мы много общались с сетями, с федеральными сетями, с региональными сетями, но есть требования у сетей, сети должны получать определенного качества продукцию, определенного вида продукции, и это должна быть ритмичная поставка, то есть необходимо соблюдать сроки. Конечно, у наших малых хозяйств есть с этим определенные сложности, потому что что-то не получается, ты нарушаешь сроки, ну и дальше попадаешь на штраф, это никому не приятно, поэтому, конечно, работа с сетями, организованной торговлей, требует большой внутренней организации для фермерских
фермерских хозяйств. Очень многие сейчас уже работают с сетями, то есть многие компании маленькие прошли уже этот путь, сложный путь, и для того, чтобы для этого им понадобилось, мы много общаемся с фермерами, для этого людям понадобилось изменить свои внутренние процессы, у кого-то есть на это силы и деньги, ну, кто-то готов идти по другому пути. Другой путь мы, безусловно, тоже поддерживаем. Соответственно, с точки зрения мер поддержки мы расширили в прошлом году и в этом году целевку по всем нашим программам, по госпрограмме, по федеральному проекту с точки зрения приобретения торгового оборудования, оборудования для мобильной торговли, значит, поддержка, у нас гранты предоставляются на мощности по хранению. То есть все, что связано с собственной реализацией, развитие собственной реализации для нас является приоритетом. Нам кажется, что для тех предприятий, для тех фермеров, которые не готовы идти сейчас в организованную торговлю в сети, собственная торговля – это будет выходом из ситуации. Но плюс, естественно, все регионы, абсолютно все работают по ярмаркам, по рынкам. Сейчас тоже есть в ряде регионов отдельные программы по созданию фермерских рынков в крупных городах, ну, то есть в районных центрах, для того, чтобы там есть люди с достаточным уровнем дохода, которым нравится фермерская продукция, то, о чем Ильшат говорил, да, что вот они видят, ну, как бы регион видит, что башкирская продукция в городах пользуется спросом, пользуется успехом, поэтому создание рынков именно в городах – это очень позитивно. Предоставление, может быть, там места на какой-то льготной основе для фермеров, для того, чтобы они торговали своей продукцией. Мы обсуждаем с регионами возможность выделения персонала, который бы продавал продукцию фермеров, потому что зачастую фермеру некогда продавать, он производит. И он бы хотел, конечно, отдать продукцию, чтобы ее продавал кто-то другой. Поэтому здесь это тоже, ну, понятный, разумный подход, да, надо сосредоточиться на чем-то одном, на чем-то своем, в чем у тебя есть компетенции, и, соответственно, чтобы продажей занимался кто-то другой. Здесь тоже очень многие регионы сейчас над этим задумываются, делают определенные эксперименты, пилоты, здесь мы это крайне поддерживаем, но, соответственно, будем дальше поддерживать именно денежные составляющие, то есть вносить дополнительные какие-то мероприятия в наши меры поддержки. Поэтому здесь многообразие точек сбыта, многообразие каналов сбыта, но еще, конечно, у нас онлайн сейчас торговля, собственно, пандемия показала, что для крупных городов онлайн-торговля – это определенный выход, это, безусловно, наше будущее. К сожалению, пока это развивается все в крупных городах, да, тем не менее мы считаем, что вот эта ситуация, плохая ситуация, но тем не менее она дала понимание, как развивать онлайн-торговлю, не выходя из дома, да, это тоже определенная необходимая инструментарий, необходимый инструментарий для того, чтобы заниматься онлайн-торговлей, но мы знаем много уже фермеров, которые пошли по этому пути. Конечно, в основном это пока фермеры Московской области, Ленинградской области, но тем не менее мы уверены, что этот канал сбыта будет распространяться по всей стране, где есть хорошая транспортная доступность, она у нас улучшается с каждым годом, поэтому здесь это, безусловно, наше будущее. Спасибо. Можно я тоже добавлю? Уважаемый товарищ, я считаю, что это один из самых главных вопросов. Это институциональная проблема. Мы теряем огромное средство, поскольку не можем эффективно реализовать нашу продукцию. Вот на примере, допустим, даже зерна, только создание вот собственной зерновой компании последние годы показало, насколько важно было хоть немного защитить наше крестьянство. И цена, к сожалению, которая в рекордный там 17-й год у нас опускалась на уровне там 6-7 рублей за килограмм, сегодня совершенно другая. И в этом плане, пока у нас не будет альтернативы соответствующей, пока не будет законодательного обеспечения, нас, к сожалению, наши законопроекты пока не могут найти себе дорогу и пробить завалы на своем пути. Исходя из того, что, ну, допустим, наши рыбаки дали на землю свою продукцию уникальную, да, в Москву она пришла в 3-4 раза она дороже, а затраты на перевозе всего составляют даже в самый пик не более 3 рублей. Точно так и, значит, по селу берут мясо в Рязани по одной цене, перевезли в Москву, она в 2 раза дороже и так далее, и так далее. И, конечно, здесь и законы, которые бы определили вот эту наценку. Нам нужен тот паритет, который бы справился с этим страшным диспаритетом, о котором еще тогда все время говорил и Заверюха, и Гордеев, и многие другие. Поэтому, повторяю еще раз, эта тема серьезная, ее можно поправлять, значит, некоторыми вещами
и ярмарками, правильно это делается, и другими вещами, и торговлей в онлайн. Но пока фермер не создаст свои кооперативы, пока он напрямую не будет иметь свои рынки, которые бы его не грабили, и по цене тот, который он определил условно в рознице на 15, в опте на 10 и не больше, мог бы получить потребитель, вот тогда это будет все правильно. Сети сегодня быстрее работают с иностранным производителем, поскольку основная масса их и принадлежит, владельцы там заседают. Вот мы это все должны понимать. Это вопрос, повторяю, очень серьезный и требует от всех нас уникальной, напряженной работы, но мы ее должны одолеть. Да, Владимир Иванович, большое спасибо. Мы движемся дальше. Мы ограничены во времени. Я хотел бы озвучить последний вопрос. Вопрос Борису Павловичу. Вчера Минсельхоз заявил о выделении дополнительных субсидий на программу льготной сельской ипотеки. Как, на ваш взгляд, будут ли столько желающих обзавестись жильем на селе? Мы ждали этого решения. Не то, что будут, они уже есть. Мы планируем до конца года выдать еще дополнительно порядка 100 миллиардов рублей. То есть это реальные цифры, это реальные наши заемщики, клиенты. Так что мы очень позитивно смотрим в части реализации данной программы. И она, думаю, очень своевременна. И большое спасибо Министерству сельского хозяйства, правительству, Государственной Думе, которые поддержали в свое время данную программу развития сельских территорий. Спасибо. Уважаемые гости, уважаемые коллеги, время нашего мероприятия подходит к концу. Коллеги, обращаюсь к вам. Мы, к сожалению, не успели озвучить все вопросы, но я вас заверяю, что вы получите ответ на свои вопросы. Пресс-службы подготовят вам их и также направят. Наши коллеги в регионах после завершения трансляции смогут нашим спикерам также продолжить задавать вопросы уже в регионах. Ну, в завершении нашего мероприятия хочу поблагодарить всех участников, которые принимали в нем участие. Большое спасибо, что вы нашли время, и всех учеников школы фермеров не остается еще раз поздравить с началом учебного года и пожелать вам удачи. Всего хорошего. Наше мероприятие завершилось. До свидания.